Добрый дзень, дарагія сябры. Вітаем вас на YouTube-канале БСП Channel. Мы працягваем цыкл перадач пра тое, як расійска-ўкраінская вайна, а таксама санкцыі ўплываюць на беларускую эканоміку. Сёння, 19 траўня 2024 года, з вами соты юбілейны выпуск перадачы «Экономика под санкцыямі». Мяне завуць Ігор Барысаў. У нас у гасцях эканаміст, акадэмічны дырэктар бюро Леў Львоўскі, і мы будзем гаварыць пра эканамічныя тренды тыдня, а таксама наступствы, якія будуць імі выкліканыя. Леў, добрый дзень. Вітаю. Пачнем з таго, што валовы ўнутраны прадукт Беларусі за 4 месяцы бягучага года вырас на 5,1%. Гэта звесткі Белстата. Раней мы размаўлялі пра тое, што, в прынцыпе, збольшага ім можна давяряць, і гэтыя звесткі адпавядаюць рэчаіснасці. То атрымліваецца, што беларуская эканоміка аднаўляецца больш хуткімі тэмпамі, чым планавалася раней, і калі вот так вот разважаць, ці ёсць у яе яшчэ патэнцыял для роста, і ці вярнулася яна на даваенны ўзровень. Ну, я признаюсь честно, что результаты апреля, они действительно неожиданными. Главная новость здесь не то, что за 4 месяца выросло на 5,1%. Главная новость здесь то, что отдельно в апреле экономика выросла на 7,6%. Это очень большой рост для Беларуси. Это плюс 2% к предыдущему месяцу. Это такая серьезная заявка на то, чтобы все ринулись пересматривать годовые прогнозы и на то, что мы, экономисты, задумались о том, что же там такое происходит. Причем рост идет порой из неожиданных мест. Если весь предыдущий год у нас восстановление шло во многом за счет увеличения промышленного производства, там, например, обрабатывающей промышленности, причем, если у нас предыдущий год большая часть роста шла за счет увеличения промышленности, в основном обрабатывающей промышленности или добывающей, то есть то, где государство напрямую может как-то влиять на экономику, то вот апрельские цифры, они показывают совсем другие механизмы. Ну, из простого у нас перестал падать сектор IT. Это действительно была ожидаемая вещь, он не может падать бесконечно, и вот, наконец-то, он завершил свое падение, теперь будет расти, ну, будет расти, наверное, давать просто меньший рост для всей экономики, потому что относительно всей экономики сектор сжался за эти 1,5 года падения. Здесь ничего неожиданного. В неожиданном у нас огромный рост в строительстве. У нас выросло вот год к году. В апреле строительство на более чем 20%, добавив целый, собственно, процентный пункт к общему росту экономики. Что тут удивительного? Ну, с одной стороны, все причины, казалось бы, для роста строительства, они есть. У нас действительно огромный спрос на недвижимость, у нас низкие процентные ставки, то есть это, собственно, все, что нужно для строительства. Ну, немного не хватает для строительства рабочих рук, конечно, которые у нас, с которыми у нас проблемы. И, по всей видимости, немного не хватало оптимизма. То есть вот эти факторы, дешевые кредиты и высокий спрос, они были и в предыдущие месяцы. И месяц назад, и 2 месяца назад, и полгода назад у нас был рекордный спрос. При этом сектор строительства стагнировал и никуда расти не пытался. Но вот сейчас он резко выстрелил. Не знаю, что там такое случилось, надо еще разбираться. Как-то, видимо, у них сформировался, наконец, оптимизм, то есть в дополнение к фундаментальным факторам. Начали восстанавливаться такие вещи, которые были задеты больше всего санкциями, как транспорт, ну, торговля и потребление, они идут вверх уже давно такими средними темпами. Ну, то есть, собственно, растет у нас
почти все. Сельское хозяйство вот начало давать тоже слегка неожиданно повышенные результаты. Так что, да, в апреле цифры, они очень оптимистичны. Если никто ничего не напутал, если у нас никто не начал что-то врать, а это выяснится в итоге, если что, то надо пересматривать прогнозы, и, скорее всего, мы сможем достигнуть цифр роста от 3% годовых к концу года, может быть, даже и чуть выше. Ну вот остается только сейчас сесть, проанализировать, что конкретно началось в апреле, почему такой резкий рост неожиданный. Ну и если этот рост нормальный, нормально вписывается в картину мира, то тогда пересматривать результаты прогнозов на Новый год. Леў, а ці звязана гэта рост з тым, што, напрыклад, беларусы заробілі за мяжой каля мільярда еўра, і гэтыя грошы, я так разумею, яны ўжо ў Беларусі. Нет, это не очень связано. Это Беларусь не такая страна, которая живет на переводы из-за рубежа. Беларусь это, конечно, экспортоориентированная страна, то есть мы и много импортируем, и много экспортируем. У нас сумма импорта и экспорта больше, чем ВВП. Но это нормально для таких по своему типу малых открытых экономик. Это не означает, что экономика маленькая, это ее такой экономический тип, означает, что она должна быть открыта миру. Наша экономика по-прежнему открыта миру, хотя закрыта для части мира, но тем не менее. Вот. Понятно, что наша экономика не может расти без роста экспорта. Беларусь мае намер у нагорным Карабаху пабудаваць населены пункт. Хутчэй за ўсё гутарка ідзе пра аграгарадок. Вось ці атрымаецца ў беларусаў у Азербайджане сарваць куш, альбо ўсё ж такі там ёсць канкурэнцыя сур'ёзная з боку, у першую чаргу, Турцыі і Китая. Ну, прям сорвать куш, я думаю, не удастся. Открыть агрогородок, наверное, что там, построить пару домов, агроусадьбу, сказать, что вот это наш подарок Азербайджану. Насколько я понимаю, Нагорный Карабах, там сейчас его главная проблема в том, что там никто не живет. Большая часть армян, которые там жили, они там, не знаю, в рамках обоснованного или менее обоснованного, тут уже сложнее сказать, страха за свою жизнь ушли из Карабаха. И Карабах, он теперь имеет больше такое символическое значение. Я не думаю, что это очень важная экономическая территория. Можно ли там построить агрогородок? Конечно, можно. Могут ли власти Азербайджана заставить там пару десятков человек переехать в эту маленькую агроусадьбу? Ну, наверное, тоже могут, там, не знаю, предоставив им какие-то хорошие условия. Но не то, чтобы этот регион был таким важным, и вот через 20-30 лет мы увидим там Тайвань или еще что-то. Вынікае, што індывідуальныя прадпрымальнікі ў Беларусі ўсё ж такі выжывуць. Пералік відаў дзейнасці, якімі змогуць займацца іпэшнікі, вынеслі на грамадскае абмеркаванне. На тваю думку, якія віды дзейнасці выжывуць пасля чарговага наезду ўладаў? Тут ничего сильно не изменилось. Вот этот вынос на общественное обсуждение, это всегда в Беларуси такой ближе к фарсу, чем к настоящему обсуждению. Все это проходит все еще достаточно закрытом режиме, и не думаю, что высказывания граждан как-то серьезно повлияют. Какие виды выживут? Думаю, что в первую очередь те, что максимально не похожи на оптимизацию налогов. У нас власти очень сильно переживают, что люди используют ИП для оптимизации налогов, то есть, например, как какие-то айтишники, которые работают на ИП, но на самом деле часть большой корпорации, или иногда там торговые сети, то есть будет удар вот по таким профессиям. Большой вопрос насчет торговли, потому что в торговых сетях тоже иногда используется такой метод оптимизации налогов, с одной стороны. С другой стороны, если запретить ИПшникам торговать,
особенно торговать едой, то у нас будут большие проблемы в малых городах и селах, где большая часть торговли, она производится именно индивидуальными предпринимателями, где просто рынок недостаточно большой, чтобы открыть какой-то большой сетевой магазин. Вот. Так что пострадают в первую очередь такие профессии, особенно самые такие современные профессии. Кто выживет, ну, тут сложно предсказать. Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод рэзка нарасціў пастаўкі авіяцыйнага паліва ў Расію. Прычына гэта з'яўляецца тое, што ўжо каля 14% магутнасцяў Расіі па перапрацоўцы нафты выведзена з ладу праз атакі дронаў расійскіх украінскіх беспілотнікаў. Ці надышоў час для беларускіх НПЗ, каб выкараскацца з нерэнтабельнасці за кошт магчымага дэфіцыту паліва ў Расіі праз пастаўкі ў Расію большых аб'ёмаў? Тут ситуация для Беларуси, опять же, такая двоякая. В ней есть потенциальный позитив, но в ней есть и потенциальные такие вещи, где надо быть осторожными. В России действительно украинские дроны продолжают относительно успешно атаковать НПЗ, особенно в центральной России, собственно, там, где продукты нефтепереработки нужны больше всего. С Дальнего Востока России вести их очень тяжело, далеко и сложно, и дорого. Вот. Мы не знаем точно, насколько сильно эти дроны повреждают инфраструктуру в России, но понятно, что если дрон прилетел, то как минимум там сутки или неделю этот НПЗ работать не будет, даже если это не сильное повреждение, то надо там что-то починить и так далее. Соответственно, из-за того, что этот поток атак на российский НПЗ, он идет достаточно перманентно, то у России есть вот эти потери, есть недостача в продуктах нефтепереработки в центральной России и около линии фронта. И тут Беларусь как раз подставляет плечо северному соседу. Действительно, это дает нам сверхприбыли, это там, новый позитив, теперь где-то Россия, получается, в некотором смысле зависима от Беларуси. Единственное, что надо помнить, это что те же самые украинские дроны, которые долетают аж до Татарстана в России, они могут легко долететь и до всех НПЗ на территории Беларуси. Беларусь не сможет их остановить, точно так же, как Россия не может остановить. Насколько я понимаю, это вообще довольно сложно. И тут главное как-то вести себя достаточно скромно и не слишком хвастаться, чтобы у украинских генералов не закралась идея атаковать и наши МПЗ. Акцыі ЕПАМ рэзка абваліліся, і інвестары амерыканскія распачалі прадаваць свае акцыі. У чым праблема крызіса і ці здолее кампанія ўтрымацца на сусветным рынку IT-паслуг і што будзе з беларускім офісам? Нет, это вовсе не кризис. Пока что это не выглядит как какой-то серьезный кризис. Действительно, и акции ПАМа упали, и акции еще пары компаний. Но тут просто, скажем так, совпало сейчас. С одной стороны, действительно, деньги в мире стали более дорогими, доллары стали более дорогими, процентные ставки выросли, поэтому то, что происходило раньше, теперь все это делать сложнее, там расширение, финансирование долга и так далее. С другой стороны, у ИПАМа не совпало предсказание их выручки, их прибыли и реальность в их прибыли. На мой взгляд, не совпала она не так уж сильно, но тем не менее рынок решил, что перспективы роста ИПАМа были сильно преувеличены. Из-за этого цена обвалилась там в какой-то момент там аж на 30%. Почему это происходит? Понятно, что прибыль не была меньше на 30%, но когда инвесторы оценивают стоимость компании, они
закладывают в цену очень много будущих прибылей компании. И если ожидалось, что компания будет расти там условно на 3%, а она теперь там по новым предсказаниям будет расти на 1%, то это, конечно, очень большая разница в будущем. Ну и вот инвесторы так начали паниковать и скидывать акции ИПАМа. Мне тут сложно сказать, зря они это делали или не зря. ЕПАМ вовсе не дешевая компания с точки зрения вот отношения ее цены к текущей прибыли. Поэтому, может быть, просто все вернулось в какую-то норму. Может быть, наоборот, раньше инвесторы были слишком оптимистичны по поводу ИПАМ. Но в любом случае это никак не повлияет на деятельность компании, ну, там, уж не повлияет как-то значительно, и не думаю, что компания на грани разорения, или что Минский офис на грани закрытия. Собственно, в нормальной экономической жизни так бывает, падения и взлеты, ну, вот сейчас падение. Дзякуй вялікі Леў за размову. Я нагадаю нашим гледачам, што сёння ў нас у гасцях быў эканаміст, акадэмічны дырэктар бюрок Леў Львоўскі. Подписывайтесь на наш канал БСДП Channel, каб быць у курсе апошніх эканамічных навін тыдня. Ставьте лайки, задавайте пытанні, пакідайце каментары і да новых сустрэч. Ой, и до встречи.